К 70-летию Великой Победы в город Якутск 7 мая была доставлена капсула Вечного огня с могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены. Торжественную миссию по перевозке символа памяти выполнил глава Республиканского министерства по делам молодежи и семейной политики Афанасий Владимиров. Действительно, это очень волнительный момент. Через огонь, наверное, мы должны понимать наших предков, которые оставили нам свободную Россию. В городе символу памяти была оказана торжественная встреча. Значимость события подчеркнули заместитель председателя правительства Якутии Алексей Дичковский и вице-спикер Госсобрания Илтумен Виктор Губарев. Мы одна страна, один народ, одна судьба. И действительно мы сегодня получаем, наверное, огонь из тех сердец, многих миллионов сердец, которые из разных уголков нашей страны отдали свою жизнь, положили свою жизнь на алтарь победы над коричневой чумой 20 века. И в том числе 40 тысяч наших земляков, якутян, которые тоже отдали, героически пали на полях Великой Отечественной войны. И сегодня этот огонь во всей стране будет загораться. Прежде всего, это вечный огонь с могил неизвестного солдата, где на мраморе выбиты слова: «Имя твое неизвестно, а подвиг твой бессмертен». Вот это вечный огонь, он, конечно, придает еще более особое значение встречу 70-летия Победы здесь у нас в республике. Он напоминает о том, что еще остались неизвестные могилы, и наша задача, чтобы не осталось ни одного неизвестного имени. Все победители, павшие в этой Великой Отечественной войне в защите нашей Родины, были известны.